Ну а что такое и кто такие боты, тролли, френды, разъясняют во Владикавказе. Местные блогеры вышли из виртуальной реальности. Они уже провели несколько благотворительных акций и создали школу, где и учат пользоваться интернетом. В числе слушателей мой коллега Чермен Алубиев. Обязательный раздел школьно-блогерской программы – уметь писать на злобу дня, ставить рациональные цели и свободно общаться в интернете с подобными себе. Преподаватели необычной школы, старожилы соцсетей и настоящие знатоки блогосферы. Можно заставить журналиста писать про политику, да, но все равно он может завести себе блог и писать про кошек. Или там, я не знаю, про больных детей. Я знаю очень много людей, которые, объединившись в сети, уже много-много лет, да, меняют реальность просто вокруг себя. Заур Фарниев из тех, кто старается менять несправедливую реальность вокруг себя. Вот уже 3 года он ведет блог на осетинском информационном портале. Его цель – помогать больным людям, которые нуждаются в дорогостоящем медицинском лечении. Вместе с коллегами-блогерами Заур организовывает благотворительные интернет-акции. На его счету уже около 20 спасенных жизней. Мы сами убедились в том, что с помощью блогов можно не просто трепаться о каких-то там вещах, пусть даже политических или там социальных, но и делать что-то реальное, помочь какому-то человеку в трудной ситуации. По-моему, это вот гораздо важнее того, чем занимаются подавляющее большинство блогеров. Мама, давай вместе. 2 года назад у маленького Заура Царикаева обнаружили лейкоз. Для лечения нужно было ехать в Москву. С квотой помогли в Минздраве. За лекарства, жилье и питание приходилось платить самим. Собственных денег не хватало. Нужны были дополнительные 170 тысяч. Клич о помощи бросили блогеры. Вот в таких конвертах приносили деньги к блогерам и передавали нам с такими вот надписями. Много очень людей помогало, то есть и большие суммы вносили сразу, поэтому все так быстро собралось у нас. Социологи утверждают, количество блогеров в Северной Осетии стремительно растет. Сегодня они уже серьезная общественная сила. На счету североосетинских блогеров не только спасение жизней, но и ряд акций по сохранению памятников культуры. Акции протеста подтолкнули правительство Северной Осетии к более активным действиям. Теперь здесь будут контролировать деятельность блогеров. Придумали даже еженедельно составлять рейтинг осетинской блогосферы. Митинги против завода «Электроцинк», который отравляет город вредными выбросами, тоже организованы блогерами. Чермен Алубиев, Алан Сибетов, Тамерлан Карсанов. Новости Содружества. Владикавказ.